Здравствуйте. Сегодня гость программы «7 дней плюс», сценарист, режиссер, писатель, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Салават Юзеев. Салават Ильдарович, здравствуйте. Салават Ильдарович, давайте начнем сразу с двух таких противоположных, абсолютно противоречивых фактов. Да? Вот с одной стороны, вы являетесь сыном знаменитого татарского поэта Ильдара Юзеева. Да? Как известно, Ильдар Юзеев, он всегда боролся за чистоту языка. Да? Он человек, который большой вклад внес в развитие татарской национальной литературы. С другой стороны, вы родились в 60-е годы. Мы, как знаем из истории, что это время, когда закрывались национальные школы, время, когда школы переходили на русский язык обучения. Вот как два этих факта сложились вот в вашей жизни? Дело в том, что вот в те годы, если вспомнить годы моего детства, было такое отношение к языку и к национальности. Мы немножечко этого стеснялись, понимаете? Была такая атмосфера. Вот. И уроки татарского, вот, которые были в школе у нас, дети не хотели на них ходить, потому что русские отправляются домой, все, берут портфель, ранцы, побежали, а мы оставались еще на татарский язык. Вот. Это было такое время. Я даже, знаете, вспоминаю такой случай. Туфан Минулин однажды пришел к моему отцу, чтобы вместе пойти на демонстрацию. Я тоже собирался с ним идти на демонстрацию. Вот, мы его ждем во дворе, он пришел в тюбетейке. Вот, он пришел в тюбетейке, а тут полный двор моих друзей, пацанов. И у меня было, знаете, такое чувство, что он меня опозорил. Как вот в тюбетейке, вот он меня опозорил перед моими друзьями. В общем, вот такое чувство. И если сейчас вот сравнивать с теперешним временем, да, какой путь прошли мы, наш народ, наша нация, теперь, когда мы, можно сказать, гордимся, мы не стесняемся своей национальности, а наоборот, мы считаем это своей особенностью. Я вот смотрю на эти годы, мне становится немножечко грустно вот за те годы. Но в то же время есть какое-то, знаете, какое-то удовлетворение, как мы за это время изменились. Вот. С другой стороны, да, вот хотя такие были сложности с языком, да, в то время язык сохранялся в семьях. Мой отец, он за всю жизнь, наверное, пару раз только обратился ко мне по-русски. Вот. И то, когда он хотел вот подчеркнуть, вот, что он хочет меня как-то вот наказать. Вот. То есть перешел на официальный язык, так сказать. Вот. А так он принципиально разговаривал с нами только на татарском и утверждал, что русского языка он не знает. Вот. Также он, значит, и воспитывал моего сына, своего внука, тоже так же. Он, во-первых, разговаривал с ним на татарском, во-вторых, он приучил его к татарской литературе, детской литературе. Они вместе читали Тукая, заучивали. Вот. То есть это вот очень хороший пример, как надо воспитывать своих детей, своих внуков по отношению к языку. И, естественно, и я, и мой сын благодарны ему за это. А как вы вот стали частью национальной литературы? Как вы вошли в нее? Здесь вопрос достаточно сложный, все-таки я пишу на русском языке. В то же время, если я скажу, что я русский, это будет неправда, и вообще все равно мне никто не поверит. Ясно, что я татарин, я пишу о татарах, вот, о каких-то вещах, связанных с нашей ментальностью, с нашей историей. А вот скажите, вот если даже, например, произведение написано на русском языке, его все равно можно понять, что оно все-таки национального формата, что оно все-таки о татарах, как вы говорите. С чем это может быть связано? Конечно, с особенностью, во-первых, географическими особенностями, во-вторых, с какими-то внешними особенностями, именами, одеждой, ну и с более глубокими вещами, особенностями характера, особенностью речи, вот, особенностями поведения. Тут много очень вот этих вот фишек, которые определяют национальность. Вот. И вообще в литературе можно привести очень много примеров
вот именно вот яркого национального характера. Можно вспомнить латиноамериканскую прозу, например. Она же сразу никто не ошибется, что это латиносы, да ведь? Также скандинавскую прозу, вот, там тоже мы не ошибемся. Вот, или русскую литературу взять, классическую литературу. И есть еще там такие вещи, которые даже нельзя выразить словами. Какие-то вещи угадываются между строк. Вот. Но вот о ментальности можно говорить бесконечно. Вот, это глубокая тема, серьезная. Но есть вот какие-то особенности, допустим, у татар. Допустим, татары очень любят театр, концерты, и любят они петь и плясать. Это ведь с этим никто не будет спорить. И величайший танцор всех времен Рудольф Нуриев, он татарин. А сейчас оперные певицы наши, Аида Гарифуллина, Венера Гимадеева, они покоряют оперные сцены всего мира. Конечно, мы ими и гордимся. Вот. Хотя они не представляют нашу, скажем, ментальность, нашу какую-то этнографию там, все равно мы гордимся, да, то, что они представители нашей нации. Да. Салават Эльдарович, скажите, ну вот вы затронули тему театра, сказали, что татары очень любят театр, да? Но вот театр за 100 лет, чуть больше, чем 100 лет, да, сделал огромный рывок, татарский театр. Что не произошло, например, с кинематографом? То есть, что бы мы ни делали, все равно кинематограф, наш национальный кинематограф, он не так развивается, не так стремительно, не так быстро. Как вы думаете, с чем это все-таки связано? Туфан Миннуллин как-то сказал фразу такую: если встретились два татарина, это уже театр. Вот. Нынче пришло такое время, когда к ним должен присоединиться третий с кинокамерой. Вот. Это совершенно естественная вещь. Почему должны остаться в стороне от этого процесса, который происходит в мире и уже 100 лет назад начал происходить? Вот. Я думаю, это чисто организационные вопросы. Потому что нет системы никакой, и здесь нужно желание. У нас часто приводят в пример якутский кинематограф. Почему так произошло, что у них есть кинематограф, который сам себя окупает? За год выходит там какое-то невероятное количество фильмов, народ ходит в кинотеатры. Почему так? Я бывал в Якутске на кинофестивале, у меня есть там друзья, я проанализировал, что там происходит. Во-первых, у них есть киностудия, на которой производятся фильмы. Киностудия объединяет всех киношников. Там есть оборудование, на которое они снимают. Если мы снимаем, мы ищем оборудование, берем в аренду, платим, то у них все это есть готовое. У них весь процесс происходит на киностудии. Ну и самое главное, министр культуры Борисов, это очень известный в театральном мире режиссер, сделал ставку на кинематограф. Он его поднял, он его выпистывал, он боролся за него. И сам он в свое время снимал фильм «Чингисхан». Там вот эти вот молодые ребята, они получили закалку, сами начали снимать. Вот. То есть у них была воля, у якутов. У нас почему-то ее нет. И даже, я скажу больше, у нас идет тема вот этого сворачивания почему-то кинематографа. Я наблюдаю это по себе. Грустные вещи я, наверное, говорю, да? Ну, то, что касается вашего последнего проекта, Денич Пичмак, вот что с ним стало? Денич Пичмака, к сожалению, мы получили надежду, какой-то зеленый свет на него. И он прошел все комиссии, которые только возможны у нас. Мы воодушевились, сняли половину, и на этом у нас остановилось. Вот. Почему-то нас бросили. Не всегда все складывается так, как ты мечтала. А ты из какого района? С Апастовского Аща.
То есть все упирается в деньги. В данный момент, да. Людям нравится комедия, людям нравится мелодрама, в первую очередь. И большая нехватка детского семейного кино. То, что можно смотреть всей семьей. И вот как раз мы, когда задумывали «День Чпочмака» фильм, мы хотели снять именно такой фильм. И сейчас хотим снять. Вот. История, вот, которая там происходит, она видится глазами маленькой девочки. Вот. Маленькой девочки, рассказывается маленькой девочке. И поэтому второе название этого фильма «Самый лучший папа». Настоящая глубина может быть в простом. В простом могут быть небесные оттенки. Да. Салават Эльдарович, ну вы же очень часто обращаетесь именно к комедии. Да? Да. Но комедию же, говорят, снимать очень сложно, как жанр. Очень сложно заставить человека засмеяться. Намного легче заставить его плакать. Но татарометражки у вас получились очень Татарометражки, талантливые. да. Дело в том, татарометражки, это вот тот случай, когда мы специально собрались и решили сделать что-то смешное, и чтобы нравилось всем. И при этом, чтобы это было на татарском языке, и была видна какая-то ментальность. Шығырымнан шығырды, түзер жаман қалмады. Тұттым да, шығып кеттім. Когда мы их выпустили, я специально садился среди народа и слушал, народ смеется или нет, смешно или нет. И я убедился, что на самом деле смешно. Вот. И это значит, что мы можем это дело делать. Вот. С татарометражками получилось вообще очень интересно. Дело в том, что, скажем, если снимать фильмы на татарском языке, знаете, какая большая проблема с актерами? Их очень мало. И вот когда мы организовываем кастинг, то в итоге выходим всего на несколько известных театров. И когда нужно сыграть определенную роль, человек должен быть определенного возраста, определенной внешности. У нас оказывается всего несколько человек, и они не подходят. Что делать? Вот. Поэтому я вот взял такой принцип. Я пишу, допустим, сценарий, уже подразумевая какого-то актера. Уже зная, кто уже будет знаю, играть. кто это сыграет, да. Ну, вот в таких же татарометражках же можно затрагивать и какие-то более глубокие вещи, не так ли? Конечно. Почему мы начали снимать «День Чпочмака»? Я показал эти фильмы кое-кому из корифеев российских. Я послал Вадима Абдрашитова. Мы однажды с ним познакомились на одном из фестивалей. Он посмотрел и сказал: вы можете, да, вы можете. Теперь на этой базе надо снять полный метр. Вот. И очень хорошо отнесся Владимир Меньшов, когда у нас был кинофестиваль, он был председателем жюри, и как раз там были татарометражки, хлопнул двери и ушел. Вот этот вот, одна из татарометражек была, он сразу дал приз. И приз лучшему актеру дал. То есть с ним даже никто спорить не стал. Вот. И я не буду говорить, какие он сказал слова хвалебные, это просто нескромно. Нескромно, да? Вот. То есть корифеи сказали, что мы можем это делать. Вот. И поэтому мы решили снять «День Чпочмака». Это получается как продолжение, как будто. Да, это продолжение. Это продолжение, но, конечно, сценарий совершенно другой. Действие происходит в деревне. Вот.
и очень веселая, очень добрая комедия. Вы частенько обращаетесь к знаменитым историческим личностям. Вот ваши фильмы о Габдулле Тукай, да, ваш фильм о Шахбуддине Марджани. Когда вы начинаете эту работу, когда начинаете работать над таким проектом, нет ли опасений, что эти личности слишком известны уже, они слишком популярны, и они их слишком много знают, и будут ли они востребованы уже зрителями? Вот если взять один из наших последних фильмов «Шихаб Хазрат» о Шахбуддине Марджани, мы из чего исходили? Во-первых, о нем знают только поверхностно. Он изучен учеными, но до зрителя, конечно, этот человек, масштаб его личности, он не дошел. Вот. Вообще, если вот говорить вообще о татарах, о нации, Марджани ведь можно назвать вполне отцом татарской нации. Это ведь первый человек, который сказал: мы татары. До этого татары не говорили, что они татары. Вы знаете об этом, да? Да, говорили, Они мы говорили, мусульмане, да? Мы мусульмане, да, мы казанцы. Да-да-да. Вот. То есть это человек, который объединил всех татар в Да, одну он единую сказал, нацию. мы татары, вот, во-первых. Во-вторых, он зародил историческую науку. Вот, и причем это тоже очень интересно, потому что у татар не было тогда государства. А ведь историческая наука, она служит государству. Вот, а он посчитал, что историческая наука может служить и народу, и нации, которая на тот момент, она зарождалась еще. Вот. Он стоял у истоков нации, и поэтому его вполне можно так назвать, что отец татарской нации. И поэтому вот в данном случае его личность недооценена, личность Марджани. Когда мы решили снять фильм об этом человеке, мы подумали, как можно снять его интересно. Если снимать хрестоматийный фильм, смотреть его никто не будет на самом деле. Будут смотреть только специалисты. И поэтому мы пошли на такой прием. Рассказывают о нем молодые ребята, альтернативщики, рокеры. Да, представители нашей альтернативной музыки. Вот. Они играют на своих гитарах, они там барабанят, мы показываем врезки из их концертов. И они рассказывают о Марджани. При этом они говорят: Марджани – это наш человек, это человек альтернативы. И мы тоже такие же. Мы несем что-то новое, мы хотим перевернуть мир. Вот понимаете? И вот когда эти ребята рассказывают о Марджани, получается фильм совершенно другой. Человек хочет изменить мир, по крайней мере, вокруг себя. Естественное желание, но мало кому удается его исполнить. Вот Марджани хотел изменить систему образования, потому что старая, сплошь религиозная, не давала ученикам необходимых знаний. Это невероятно важный шаг для Марджани, потому что другой возможности у татарина тогда получить образование не было. Марджани – это человек, который меняет мир, по крайней мере, татарский. Когда молодежь говорит, что Марджани – это наш человек, мы видим, татары на коне. Да, что наша нация не умирает, не умрет. Молодежь восприняла на ура этот фильм. Потом на ряде фестивалей он показывался, в том числе и на Казанском мусульманском фестивале показывался в международной программе. Вот. И сейчас вот его приобрел телеканал ОТР. Им было интересна эта тема? Да, они сами на нас вышли. Несколько фильмов приобрели у нас несколько телеканалов российских. Вот, допустим, фильм «Кукмарские парни», он на татарском языке. Он на татарском языке с субтитрами. Все равно телеканал ОТР у нас его приобрел. Тоже будет несколько показов. Ничек хатırda булмасын, ничек хатırда булмасын, безнең йөрәккә төшкән вакытлар инде.
ачлык, ялаңачлык барыбер кеше бәйрәм итте менә шулай ук. Сугыш вакытында элек бездә шулай кышыткан белән аш пешереп, ике күкәй берничә күкәй су тазырык тайма. Шуның белән кунаклар җыядырык, менә шушы ук бәйрәм шушы ук яулык җыю барадыр. Этот фильм мы показывали, сейчас буду хвастаться, да, показывали на фестивале документального кино в Париже. Вот. Это, представьте себе, там есть кинотеатр, прямо он на Монмартре расположен, владеет им известный кинорежиссер Клод Лелуш. Знаете, наверное, такого, да, мужчина и женщина. Вот. И он отдает свой кинотеатр вот под этот фестиваль, фестиваль документального этнографического кино. И вот наши кукмарские ребята на Монмартре распевали татарские песни. Вот представьте себе. Вот, такие вещи тоже бывают. Это, опять же, к вопросу востребованные татарские фильмы. И я хочу сказать, что это не местечковый совершенно случай. Люди интересуются, люди смотрят и в России, и за рубежом. Салават Ильдарович, ну вас вот, например, не обижает, когда вот ваши фильмы, которые пользуются просто какой-то невероятной популярностью и за границей, и в российском масштабе, именно здесь вызывают почему-то неоднозначную реакцию? Нет ли вот чувства вот некой там обиды? Не бывает так? Вы говорите, вот любая, кстати, у вас любая премьера проходит довольно-таки шумно и довольно-таки неоднозначно. Сразу публика на две части разделяется, на два лагеря. Хорошо. Вот, допустим, если взять фильм «Шихаб Хазрат» о Марджани, там публика тоже разделилась. Причем как бы наметилась такая прогрессивная часть и такая более консервативная. Причем там стоял такой шум в Камаловском, так люди ругались, вот, так спорили. На мой взгляд, это хорошо. Мы ведь привлекаем больше внимания к личности Марджани таким образом. Так ведь? Mm-hmm. Я думаю, что Марджани, если он за нами наблюдает, я думаю, он удовлетворен. Да. Ну и фильм ваш «Курбан Роман» точно так же, да? Был весьма неоднозначен. Весьма неоднозначен. И фильм о Тукае, допустим, который мы сняли уже 13 лет тому назад. Что получилось интересно, когда мы сняли фильм «121» о Тукае, через 2 месяца номера «Булгар» были разрушены. Димәк, без Тукай турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Исән бул. Ай-ай, бүген көн салкынча. Тукай безнең өчен җансыз ташсын көн. Ул безнең күңелләрдә бернинди тойгы да уятмый. Менә мин Тукай дидем. Сезгә тәэсир иттеме? Юк. Тукай чынлап та булганмы, әллә юкмы дип сорарга да вакыт кермәгән. Шул ук сорауны үткән заман турында да биргәнмен. Булганмы ул, юк? Чынлап та юк дип үткән заман. Кайда ул? Күрсәтегез аны миңа. Менә ул. Нәрсәсе ул? Элеккеге Болгар номерлары. Биредә кайчандыр Тукай яшәгән. И все же вот настоящее национальное кино может ли воспитать вот это чувство национальной идентичности? Как вы считаете? Национальное кино может воспитать это чувство в комплексе со всеми другими возможностями, которые есть у нас. Вот. Конечно, в первую очередь здесь культура. Вообще культура как совокупность всех этих искусств. Вот. Это и театр, это и литература, это уже и современное искусство, изобразительное, потому что там огромные движения идут, очень сильные движения, молодежь там что-то, там какие-то перформансы делает. Вот. Я думаю, наша задача увлечь молодежь. И причем увлекать не таким образом, да, что говорить, надо обратиться к своим корням, вот, к своей духовности. Такие фразы на них не действуют. Мы должны показать, что это стильно, это оригинально, это необычно. Мы выделяемся вот таким образом, вот, что мы именно такие. Вот. Если же говорить о кино, да, конечно, оно может также формировать нашу идентичность, сохранять ее, но для этого нужны усилия, нужна система, опять же. То есть
кино тоже должно быть стильным, оригинальным, модным, Да, интересным. И тогда, как говорится, будет и публика, и подтянутся, и будут и новые проекты. Да. Салават Ильдарович, я желаю вам тоже новых проектов, больших успехов. Спасибо вам большое за интервью. А я напоминаю вам, что это была программа «7 дней плюс». И сегодня гостем нашей программы был сценарист, режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Салават Юзеев. Салават Ильдарович, Бигзор Рахмат сизге. Спасибо. Сау болыңыз. Рахмат, сау болыңыз.